Хайырлы күн, дуслар! В этом году съезд Всемирного конгресса татар, съезд Всемирного форума татарской молодежи. То есть это два таких важнейших мероприятия. Два съезда, скажем так, каждый для своего сегмента, это, по сути говоря, является представительными съездами. То есть сюда приедут представители разных татарских организаций. И, по сути говоря, на таких торжественных съездах, как правило, главным вопросом, по крайней мере, в идеале должен рассматриваться вопрос, а как же мы будем дальше жить. То есть на ближайшие 4 года, 5 лет и так далее. У нас, конечно, среди общественности часто бытует такое мнение, что такие торжественные показательные мероприятия обычно пустые, там как бы не обсуждаются какие-то важные вопросы и так далее. Конечно, такое мнение имеет место быть, и, конечно же, оно имеет некоторое обоснование. Но прежде всего я хотел бы сказать то, что такими пустыми и так далее их можно сделать, но можно и в то же время привнести в них какое-то разнообразие, это раз. И второе, самое главное, такие мероприятия – это шанс для того, чтобы найти себе единомышленников, найти себе таких же людей, и помимо тех вопросов, которые, возможно, будут там публично с высоких трибун обсуждаться или нет, будет возможность уже обсуждаться или скооперироваться по тем вопросам, в которых мы не ждем участия государства или высокопоставленных лиц, а те вопросы, которые мы можем решать вместе с вами. И самое главное, еще один момент, это то, что такие мероприятия, это прежде всего для нас, да, для общественности, для тех людей, которые не облечены властью, но которые хотят принести пользу своему родному народу, татарам, прежде всего, татарской нации, это прежде всего повод для того, чтобы поразмыслить, подумать, куда мы движемся, что мы делаем не так, и что нам нужно делать в будущем для того, чтобы изменить или хотя бы подправить тот вектор, который идет на сегодняшний день. Безусловно, я как представитель татарской общественности вынужден признать, что есть некий такой кризис, не только у нас, у татар, вообще у народов России, наверное, да, в национальном движении, общественном движении, потому что в тех условиях, в которых мы сегодня сосуществуем, они, конечно же, не являются самыми такими тепличными, благоприятными. И плюс у нас как бы есть некий такой кризис идей, и по этому поводу нужно прежде всего помыслить, подумать, тем более, что сейчас мы живем в период такого так называемого безвремени, да, то есть тогда, когда, по сути говоря, все остановилось, ничего не происходит, это как раз то самое время, когда нужно остановиться, подумать, решить, что мы делаем не так, куда нам идти. Это именно время для такого рефлексии, для размышления, а не для действий. А уже потом, естественно, действия у нас будут потом. Так вот, если порефлексировать, то мы приходим к такому выводу, что, в принципе, татары являются на сегодняшний день именно в таком национально-культурном отношении, наверное, одним из передовых, может быть, даже самый передовой народ в Российской Федерации, это уж пускай судят сторонние наблюдатели, но тем не менее мы видим, что, несмотря на все наши старания, все-таки процесс ассимиляции, потери языка и так далее, и национальной идентичности коснулся и нас, он идет. Что же здесь главная проблема? Помимо тех проблем общественно-политических, которые окружают все наше общество, всю нашу страну, я бы, наверное, конечно, здесь внутри нашей общественности выделил проблему, наверное, проектизма. Мы слишком увлеклись проектизмом. Что я под этим подразумеваю? Здесь, прежде всего, я имею в виду то, что мы зациклились на текущей работе, нацеленной на реализацию каких-то таких одномоментных проектов, на проведение каких-то мероприятий. Это, конечно же, очень важная работа, которая показывает, кто чем занимается, но в то же время это мне напоминает в какой-то мере бег белки в колесе, да, то есть сколько бы ты ни бегал, сколько бы ты ни бежал, но не поняв, куда ты идешь, к чему ты идешь, этот бег, по сути говоря, он равняется стоянию, по сути говоря, на месте, так или иначе, ну или дает очень маленький профит. О проблеме проектизма мы говорили всегда, особенно этот вопрос всплыл пару лет назад, тогда, когда пытались выпустить такой документ, как «Стратегия развития татарского народа». К сожалению, конечно, то, что мы получили в конечном итоге, это не то, что мы ожидали, не то, что ожидала общественность. И, по сути говоря, можно сказать, на сегодняшний день идем по накатанной, по тем же рельсам, которые были и до этого. Нынешний период, на самом деле, он, по сути говоря, показывает, что этот проектизм, он ведет в никуда. То есть это не решение наших проблем, по сути говоря, это даже не попытка улучшить ситуацию, а, по сути говоря, как я сказал, это бег белки в колесе. Я почему так говорю? Потому что по мере сужения этого политического поля, да, свобода мысли у нас в России и так далее, у нас
в среде татарской общественности, да и общественности других народов, да, сложилось такое мнение, что раз у нас политика уходит из нашей жизни, такая общественно-политическая деятельность, там не обязательно только чистая политика, то, в принципе, можно и нужно заняться такими проектными вещами в сфере образования, культуры, какого-то просветительства. И, в принципе, таким образом, уйдя из политики, можно решить многие вопросы, закрыться неким таким зонтиком, обезопаситься, да, где нас уже никто не будет трогать. И поэтому у нас, кстати говоря, популярным стало и выражение «мы вне политики». Да. Если проанализировать вот последние десятилетия, мы видим, что вот этот уход от вне политики в какие-то культурные, образовательные сферы, он на самом деле не спасает полностью ситуацию, потому что вот эта сфера, она постепенно сужается. Да. То есть вот на простом примере мы видим, что мы, например, ударились в деятельность в интернете, да, создавали какие-то, допустим, там, не знаю, YouTube-каналы, да, разрабатывали какие-то проекты в IT-сфере, но помимо того, что, допустим, ужесточалось законодательство в интернете, мы видим, что вот такие проекты, они уже, по сути говоря, завтра могут быть отменены. Второй вот пример, это, допустим, пример с Википедией. Вот у нас далеко не секрет для тех, кто разбирается в этой теме, что, допустим, татарская Википедия, она является лидирующей в России среди Википедии на национальных языках Российской Федерации. Но на сегодняшний день, опять-таки, тоже существует угроза того, что энциклопедия будет, интернет-энциклопедия будет заблокирована, и, по сути говоря, этот проект может схлопнуться. Еще один момент, это, конечно же, для татар, это пару лет назад у нас был некий такой подъем, да, после того, как в 2017 году, после языкового конфликта, мы, конечно, чувствовали себя в неком таком ущербном состоянии, но некоторую для нас, наверное, если не надежду, то какой-то приятный шлейф оставило то, что, допустим, на самой популярной общественно-политической радиостанции в России «Эхо Москвы» появилась, допустим, такая маленькая минутная передача «Говорим по-татарски», где можно было, да, услышать родную речь, для тех, кто не владеет татарским языком, ознакомиться хотя бы с некоторыми азами и так далее. Но, как мы знаем, несколько месяцев назад и радиостанцию закрыли, и, по сути говоря, проект схлопнулся. Ну и таких примеров, на самом деле, можно привести море. То есть, по сути говоря, все эти вещи, они были вне политики, но, тем не менее, помимо того, что политическая сфера сужалась, вот эти даже сферы околокультурные, да, околообразовательные, просветительские, так или иначе уже в конечном итоге были ликвидированы. Это перед нами в итоге задает вопрос, а может быть вообще не надо этим заниматься, проектной деятельностью? Нет, проектная деятельность, конечно, тоже нужна, и с такими образовательными, культурными проектами нужно заниматься, хотя бы для того, чтобы спасти то немногое наше национальное культурное наследие, которое еще на сегодняшний день у нас есть. Да, то есть это я могу сравнить в некоторой степени с тем, что мы, допустим, делаем, да, ну, многие народы, наверное, делают во время каких-то катаклизмов, там, природных, политических катаклизмов, да, когда пытаются спасти какие-то национальные реликвии, хотя, допустим, казалось бы, в такие времена нужно спасать прежде всего человеческой жизни, но какую, допустим, мы войну не возьмем, какое-нибудь землетрясение, неважно что, люди помимо спасения своих собственных жизней еще пытаются спасти и предметы искусства и так далее. Почему? Потому что жизнь всегда существует и после этих катаклизмов, и я уверен, что тот кризисный период, который сейчас мы переживаем, он также будет преодолен. Но к тому времени мы, конечно же, должны сохранить что немного, что у нас есть. И вот в этот период, конечно же, очень важно, допустим, сохранить наше национальное наследие на родном языке, сохранить какие-то книги, учебники, которые у нас существуют на родных языках, сохранить научные знания на родных языках, с тем, чтобы потом, в будущем, когда ситуация изменится, политическая и общественно-политическая, то мы могли уже это как бы вынуть из своих запасников и в конечном итоге использовать. Ну и, естественно, еще проектная деятельность, это единственное, еще один плюс, это прежде всего, что вокруг каких-то интересных идей, проектов там зарождаются какие-то группы, да, наращиваются социальные связи, и в будущем, конечно, из этих групп по интересам, по сути говоря, может возникнуть какая-то новая организация, новое движение, куда будут вовлечены. То есть людям все равно нужна какая-то идея, какое-то общее дело, вокруг которого они могли бы объединиться. Но в то же время, говоря об этих вещах, я все-таки, конечно, подводя итог к нашему вот первому разговору, должен сказать, что все-таки проектная деятельность, она, конечно, нужна, но она не должна стать самоцелью. Вот у нас на сегодняшний день эта самоцель существует, и мы эту парадигму, на самом деле, в деятельности любой татарской организации должны сломать. Каким образом? Прежде всего, то есть мы должны понять, какая наша конечная цель. Я считаю, что главная конечная цель
вообще большинства татарских организаций, ну, в первую очередь, наверное, возможно, молодежных, но и если таких представительных, наверное, да, татарских организаций, да, помимо защиты интересов татарского народа на сегодняшний день, это прежде всего формирование прослойки людей там, молодого возраста, среднего возраста, которые в ближайшей перспективе, в будущем смогут и должны будут взять ответственность за судьбу собственного народа в свои руки. Что для этого прежде всего надо делать? Ну, конечно же, здесь проблема еще в чем заключается? В том, что мы видим, что вот это поколение, которое, по сути говоря, вело наш народ до сегодняшнего дня, оно политически зародилось в конце 80-х, начале 90-х, вот на волне вот эти перестроечные поры. И мы на самом деле на сегодняшний день должны быть готовы ее заменить. Заменить не потому, что это поколение плохое или чем-то ущербное, отнюдь. Оно на самом деле добилось многого и на сегодняшний день, по сути говоря, поддерживает наш народ на некотором плаву. Но, вот я имею в виду именно национальную элиту, национальную интеллигенцию, но чисто физически мы видим, что это поколение уходит, а на его смену, по сути говоря, мы уже такого полноценной прослойки людей, которые могли бы принять эту эстафету, подправить где-то, улучшить ситуацию или предложить что-то новое, мы, по сути говоря, на сегодняшний день не видим. Я как раз считаю, что это как раз проблема в некоторой степени то, что мы увлеклись проектизмом. Иногда это даже называется сабантуйной стратегией, да, в этом обвиняют многие наши татарские организации, что мы увлеклись сабантуями татары. Но я считаю, что дело здесь не просто в том, что мы увлеклись тем, что устраиваем там сабантуи по всяким поводам и так далее. Прежде всего, сабантуйной стратегии самая главная проблема то, что все внимание, наверное, да, общественности и здесь уделяется в сабантуйной стратегии, это то, что все внимание общественности уделяется внимание именно к прослойке деятелей культуры, да, прежде всего, это всяких всевозможных артистов, певцов и так далее. Вот те, кто занимается вот, общественной деятельностью, вот среди общественных организаций, мы, конечно же, это хорошо знаем, то, что любое мероприятие, как только начинаем проводить, один из первых вопросов, кого из артистов туда позвать, кто у нас будет таким медийным лицом из числа каких-нибудь национальных артистов, кто там споет по-татарски и так далее. Но здесь проблема в том, что на сегодняшний день артисты, они не являются ни людьми, которые формируют сознание нации, по сути говоря, ни люди, которые формируют какие-то новые положительные смыслы. Наоборот, отнюдь прослойка вот этих деятелей культуры, профессиональных, я имею в виду, в большинстве своем, я, конечно, не говорю про всех, но в большинстве своем, на 90-95% это те люди, которые не способны формировать новые смыслы, и эти люди, которые, наоборот, у них одна не способны формировать новую идеологию, у них идеология одна, это плыть по течению, то есть идеология полного конформизма. Мы это видели в период вот этого языкового конфликта 2017 года, я это прекрасно вот сам наблюдал во время вот этой переписной кампании, которая шла в 19, 20, 21 годах, да, тогда, допустим, на примере моего родного Башкортостана, тогда, когда некоторые из числа таких национальных артистов, да, татарских, которые вроде бы на каждом таком мероприятии бьют себя в грудь, говоря, что они за татарский народ, да, мин татар миллят, очень говорят они и так далее, но, тем не менее, они участвовали вот в этих околополитических играх и, наоборот, работали на раскол нашего народа, сотрудничали вовсю с теми людьми, которые напрямую работали против татарского народа, пытались нас расколоть, переписать и так далее. Ну и, в принципе, на сегодняшний день мы также видим, в силу вот этих нынешних политической ситуации, внешнеполитической, что люди из числа многих артистов татарских, они не могут отличить свои личные какие-то финансовые, меркантильные интересы от интересов народа. И в этой связи нам нужно, наверное, предложить, кого же мы предлагаем вот на смену вот такого основное внимание, да, уделять уже, если не артистам, то кому. Я вот считаю, что прежде всего нужно уделять внимание тем людям и поставить и формировать из этих людей новую прослойку, наверное, да, нашей элиты. Это из тех людей, которые формируют новые идеи, новые смыслы, новую идеологию. И самое главное, они еще формируют сознание общества, да, воздействуют на общественное мнение. Это прежде всего, конечно же, всевозможные исследователи, ученые, это раз. Второе, это, конечно, журналисты. И третье, это, конечно, на сегодняшний день это популярные это прослойка людей, это, конечно, блогеры, да. Ну, я имею в виду, конечно, не всех блогеров, а те, которые могут внести какие-то положительные смыслы. Именно эти люди, они, как правило, работают со своей аудиторией, у них всегда есть своя заряженная аудитория, они имеют возможность на нее взаимодействовать и на нее влиять. И в отличие, допустим, от деятелей культуры, эти три прослойки людей, они меньше зависят от государства. Некоторые, допустим,
практически не зависит, кто-то зависит в чуть большей степени, кто-то в меньшей, допустим, журналисты зависят в чуть большей степени, да, какие-то ученые-исследователи чуть меньше, но тем не менее они формируют сознание общества, а нам прежде всего вот в 21 веке, в эпоху информационного общества, нужно работать прежде всего с сознанием людей, подготавливать общественное мнение. В практическом смысле слова я, допустим, если говорить про наши национальные татарские дела, я вот вижу то, что если, допустим, деятели культуры не могут привлечь людей к проблеме сохранения языка, звать людей, отдавать своих детей, допустим, в места компактного проживания татар в татарские классы, да, и так далее, или формировать новые татарские классы в образовательном учреждении, то эту роль как раз на себя могут взять те люди, которые работают с аудиторией. Они как раз могут это объяснять, необходимость этого и так далее. Второй момент, я бы даже его, наверное, назвал более важным, это нам прежде всего, работая с аудиторией, нужно показать людям выход. Вот в чем проблема нынешнего момента, это в том, что люди, по сути говоря, вот этого эпоха безвремени, люди, самая главная проблема в обществе – это безнадежность, да, люди, что бы ни делали, к чему бы ни стремились, они видят везде, по сути говоря, тупик и так далее. Это, по сути говоря, я бы назвал, наверное, неким нашим инферно, да. Вот главное, адом, по сути говоря, да, главным отличительной чертой вообще ада, инферно, да, хоть возьмем хоть христианскую, по сути говоря, традицию, хоть мусульманскую, вот, допустим, если говорить о мусульманской, я вот недавно обнаружил, что вот, термин «иблис», то есть вот этот главная суть, наверное, да, главный образ зла в исламе, да, или сатана в христианстве, вот в исламе, допустим, «иблис», считается, что оно в переводе с арабского означает «приносящий безнадежность», да, то есть, по сути говоря, вспоминаем, да, известное произведение Данте, Божественной комедии, как мы помним, там над воротами ада было написано «Оставь надежду всяк сюда входящий». То есть, по сути говоря, главная характеристика ада – это безнадежность. И вот из этого ада, из этого инферно мы должны показать выход. Выход, дать людям надежду. Вот без надежды никакого движения вперед на самом деле быть не может. И показать надежду, показать выход, вот я как раз считаю, это единственный вариант для того, чтобы как-то вовлечь людей в нашу деятельность, вовлечь людей в работу по формированию будущего родного народа, это дать людям надежду. Надежду какую? Да, прежде всего объяснить, что ситуация всегда будет меняться, мы к этому должны быть готовы, а для этого еще к моменту изменения ситуации у нас должно быть прослойка людей, а прослойка людей должна быть готова прежде всего именно в таком интеллектуальном плане. Да? Вот как раз вот нынешний период, это как раз возможность для того, чтобы вырасти интеллектуально, просвещать людей, для того, чтобы они понимали, что вот те проблемы, которые на сегодняшний день нас окружают, это не бесконечность, то есть когда-либо этому придет конец, показать опыт других народов, как они решали эти вопросы, как решали эти проблемы. И в конце концов, да, сказать, что не решив этих проблем, не показав им выход из этой ситуации, да, у наших детей, у наших потомков не будет будущего. Учитывая, что прямое участие в нашей вот общественно-политической жизни, да, участие в будущем страны, нашего народа, именно в глобальном отношении, оно, конечно, сегодня затруднено, помимо вот сужения вот этой политической сферы, то выход для нее, наверное, для молодой аудитории, я прежде всего вижу в том, что мы прежде всего должны участвовать принять виртуальное участие в судьбе нашего народа, да, то есть принимать активное участие в каких-то обсуждении общественно важных проблем. Это раз. Второе, вести пропаганду в соцсетях. Два. Третье, участвовать, допустим, в комментировании каких-то материалов и так далее, видеоматериалов в YouTube. Я почему это говорю? Потому что это очень важно для формирования общественного сознания, да, то есть мы должны работать с массовой аудиторией, менять ее сознание. Изменим сознание, мы, по сути говоря, можем изменить и наше будущее, потому что любое важное политическое или не обязательно даже любое важное движение вообще в истории человечества, оно всегда начиналось с изменения сознания. Как только будет изменено сознание, то при первой же удобном случае, при первой же возможности можно будет уже претворить все это в жизнь. Яркий пример здесь, конечно же, это вот, допустим, языковой конфликт 2017 года, где, по сути говоря, после небольшого такого всплеска мы отказались от этой борьбы, да, понадеялись на то, что, возможно, удастся как-то договориться в будущем, изменить
мы видим, что наша жизнь, по сути говоря, да, наши проблемы, они были отведены в сторону, проблемы народов России и татарского народа в том числе, и по них, по сути говоря, забыло и родное государство. Второй пример, пожалуйста, мы вот всего меньше года назад была переписная кампания, да, в этой связи вот как раз возникло целые такие движения за раскалывание татарского народа. Мы, татары, татарская общественность, в это дело очень включились максимально. Я был очень рад увидеть, что многие те люди, которые были вдалеке от этих вопросов, они также участвовали в этом обсуждении, работали в интернете, в соцсетях и так далее. И это на самом деле возымело свое действие, потому что те люди, которые даже не обращали на это внимания, не задумывались, или те люди, которые не понимали сути этих вещей, они на самом деле осознали важность проведения той же переписной кампании, важность участия в нем представителей нашего народа, важность мобилизации и так далее, и правильно восприняли это действие. И даже вот, допустим, на своем примере я могу сказать, что вот самые большие баталии в этой связи шли в Башкортостане, и даже вот многие те активисты башкирские, которые наблюдали за этим, но напрямую не участвовали, они как раз признали, что вот как раз власти Башкортостана, они, по сути говоря, проиграли вот эту информационную войну, несмотря на то, что административный ресурс был в их руках, но информационную войну, то есть борьбу за уши, за души и за умы людей, они, по сути говоря, проиграли, потому что уже в информационной сфере уже стало понятно, что татарская общественность, которая говорила о том, что перепись она проводится несправедливо, что наблюдаются перегибы со стороны вот провластных организаций башкирских, они имеют место быть. И, кстати говоря, большая часть средств массовой информации, они как раз и поддержала нас в этой связи. А почему это случилось? Только из-за того, что как раз была проведена большая информационная и пропагандистская работа. В ней участвовали все, не только журналисты, блогеры и так далее, но и простые люди. Я вот как раз считаю, что это очень важный пример. Для Татарстана, для больших таких татарских организаций, как Всемирный конгресс татар, конечно же, в практическом смысле я считаю, что нужно продолжить работу по созданию национально-культурных центров в регионах. Потому что это почему важно? Потому что в пределах Татарстана проживает всего 30%, около 25-30% от всех татар. И если мы не будем уделять большое внимание именно татарам, компактно проживающим в регионах, именно тех регионах, где татары массово проживают, то, по сути говоря, будущее у нашего народа видится весьма туманным. Именно потери языка, национальной идентичности и так далее. А вот без национально-культурных центров вот в регионах компактного проживания татар, то, конечно же, говорить о том, что мы сможем выстроить там работу, не приходится. Вот сейчас за последние годы было построено несколько таких центров в Новосибирской области, насколько я знаю, в Кемеровской области построено, в Курганской области, еще в ряде регионов. И это очень хорошее начинание, но на самом деле я не вижу пока что такого же стремления к строительству таких национально-культурных центров в регионах компактного проживания татар, где татар проживает очень много. Это прежде всего Урал и Поволжье, то есть прежде всего за пределами Татарстана это Башкирия, где проживает вторая группа. Здесь обязательно нужны такие национально-культурные центры. Такие же национально-культурные центры нужны и в Самарской области, в Оренбурге, в Челябинской области, где также проживает большое количество татар, потому что без места такой точки сборки, где мы могли бы проводить свои мероприятия, где можно было собирать людей, по сути говоря, вся работа практическая, она может быть не сведена к нулю, и самое главное, в этом случае татарские организации будут очень сильно зависеть от государственных каких-то структур в этих регионах и не смогут вести свою деятельность более-менее, скажем так, в свободном режиме и не смогут реализовать большую часть своих проектов. В таком идеологическо-смысловом, конечно, контексте мы, прежде всего, самый главный посыл, который должны давать людям и молодому поколению, это, конечно же, оставаться здесь, в России, в регионах компактного проживания татар. Это очень важно, особенно в свете того, что за последние несколько месяцев усилилась такая эмиграция, далеко не секрет, из нашей страны, да, и уезжают наиболее молодые люди, наиболее активные, креативные, и как раз вот возникает такое мнение, что, в принципе, татары — это всегда дисперсно проживающая нация, этнос за всю свою историю, то и поэтому мы, в принципе, сможем неплохо обустроиться за рубежом, поддерживать свою идентичность, но на самом деле это является очень большим заблуждением, потому что даже те иностранные диаспоры, которые, в принципе, давали нам пример для татар до сегодняшнего дня, да, допустим, диаспора финских татар,
диаспора австралийских татар, там, китайских и так далее, мы там видим, что уже глобализация добирается и до них, и те проблемы, которые они решали до этого времени по сохранению своей идентичности, языка, они на сегодняшний день очень с каждым годом, скажем так, затрудняются. И по мере того, как ухудшается ситуация и в стране нашего проживания, да, в Татарстане и в России в том числе, да, в целом, если брать, то, в принципе, это воздействует на и вот эти диаспоры в том числе. И более чем столетняя история вообще татарской диаспоры, она показывает, что, к сожалению, да, татары, они, проживающие за рубежом, они, в отличие от многих других диаспор, некоторых других народов, да, более успешных народов, они не могут становиться такими представителями нашего народа за рубежом, да, то есть отстаивать наши интересы, они в большей степени, как правило, существуют ради себя, внутри себя, то есть закрываются неким таким коконом, это в самом лучшем случае, да, то есть если вот в случае, если брать, допустим, с диаспорами финских татар, австралийских, татар, проживающих в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая, а в худшем случае они еще, как правило, требуют еще и поддержки из, как говорится, из своей родины, да, там, с того же Татарстана, там, помогите нам этим, помогите тем и так далее, потому что им самим они не могут, скажем так, в полной мере наладить свою внутреннюю жизнь. Но это вот как раз яркий пример здесь те татары многочисленные, которые проживают, допустим, в странах Европы, где происходит ассимиляция, или в Соединенных Штатах Америки, где происходит активная ассимиляция, и единственное, что какую жизнь там поддерживают татары, это татары именно в первом поколении. Вот поэтому, как мы видим, рассчитывать на то, что диаспоральном существовании именно за рубежом мы сможем сохраниться, сохранить свою национальную идентичность, культуру, язык, это, конечно, скажем так, лишенное реально практического смысла надежды. Поэтому главный посыл, чтобы не было, как бы не было плохо, нужно оставаться здесь, в стране. Это вот главный посыл. Нужно каждый, кто может, что может делать для своего народа, но в пределах нашего государства. Потому что за пределами страны, прежде всего за пределами Урало-Поволжского региона, наверное, да, татары, к сожалению, ассимилируется, теряется. И поэтому в этой связи происходит второй смысл, который есть, транслируется, это прежде всего уделять внимание татарам, которые проживают в регионах компактного проживания татар крупных. То есть это Татарстан, Башкирия, регионы Урала-Поволжья, Москва, конечно же, прежде всего, да. И поэтому в этой связи нам нужно отказаться от этой идеи, когда вот у нас начинают там говорить о том, что в какой-то области, да, там проживает 2-3 тысячи татар, там, или где-то 1500 татар, давайте-ка мы туда поедем, давайте-ка проведем какое-то мероприятие, поможем и так далее. Мы все-таки должны смотреть четко правде в глаза. В большинстве регионов, где проживает там до 20-30 тысяч татар, лет через 20-30 большая часть их там не останется на самом деле. То есть надо смотреть правде в глаза. В этой связи нужно уделять основное внимание тем территориям, где татары есть, где они проживают компактно, и, скорее всего, они сохранятся, да, пытаться сохранить их национальное самосознание, язык, и сам Татарстан, на самом деле, я считаю, и головные такие татарские организации, будь то Всемирный конгресс татар, Национально-культурная, Федеральная национально-культурная автономия татар или организации татарские, которые существуют в других регионах, они должны основное свое внимание как раз уделять вот этим регионам. И вот в связи с призывом оставаться вот в своих регионах, в стране проживания, нужно все-таки отказаться еще от этой идеи, да, давать вот пример больше всего вот в средствах массовой информации тем татарам, которые, оставаясь внутри страны, оставаясь на территории вот субъектах, где татары проживают компактно, большими массами, нужно прежде всего давать как пример для подражания этих людей, особенно тех людей, которые работают на благо своего народа, и отказаться от этой, вот я считаю, очень вредной, очень деструктивной традиции, которая у нас сложилась. Это когда вот показывают татар, который уезжает за рубеж, да, там добивается каких-то успехов, и, безусловно, там таких великих людей, там, как Рааль Сагдеев, там, каких-то наших великих ученых, конечно, надо показывать как тех людей, которым надо гордиться, но в большинстве своем масса тех татар, которые там добиваются каких-то мелких успехов и так далее, их нельзя показывать как пример для подражания, потому что мы как бы даем такие ложные посылы людям, что, особенно молодому поколению, что уезжайте, вы можете там сделать себя, сделать свою карьеру. Безусловно, это, конечно, личный выбор каждого, но это не тот выбор, который должна делать нация. В этой связи я вот хотел бы привести пример таких народов многих, да, которые
допустим, в прошлом, там, 18, 19, 20 веках уехали в большинстве своем за рубеж, да, обосновали там свои большие диаспоры. Вот их остатки этих народов, которые проживают на сегодняшний день на территории России, они находятся в очень плачевном состоянии. Почему? Потому что их здесь просто осталось очень мало, и на самом деле они находятся в гораздо худшем положении, и им гораздо сложнее отстаивать свои национально-культурные интересы. Это, конечно же, мы здесь должны смотреть на них как на антипримеры и действовать по-другому. И последнее, конечно, среди вот таких основных посылов идеологических, это прививать идеологию среди татар. Для татар это особенно актуально, это идеологию такого, в положительном смысле, некого такого национального эгоизма. Что я имею в виду? Да? Одной из главных таких проблем, которые у нас мы, татары, в своей среде говорим, это проблема излишней татарской толерантности. Да? То есть тогда, когда мы стремимся, по сути говоря, в первую очередь отстаивать не свои собственные интересы, а стремимся любой ценой завоевать лояльность многих других народов, да, которые проживают рядом с нами или проживают где-то вдалеке, да, пытаемся кому-то помочь и так далее, и при этом жертвуем своими собственными национальными интересами. Это, конечно, можно иногда назвать неким таким остатками, отрыжками, наверное, имперского сознания, потому что татары создавали великие империи, и поэтому в империи без того, чтобы выстраивать судьбу других народов, невозможно на самом деле организовывать такие имперские государства. Но на сегодняшний день это является очень вредной такой традицией, потому что мы уже, по сути говоря, да, не обладая своим собственным государством, мы, проживая в таких достаточно жестких экстремальных условиях, теряя силы на такой вот излишнюю вот такую толерантность излишнюю, мы теряем мы, по сути говоря, приносим в жертву свои собственные интересы. Поэтому здесь должен быть очень простой принцип. Мы, татары, уважаем другие народы, да, их национально-культурные традиции, относимся к ним, понятно, со всей положительной точки зрения, которая возможна на самом деле. Поэтому, кстати говоря, среди татар никогда не было проявления некого такого шовинизма, эгоизма и так далее. Но в то же время впереди всего, прежде всего, ставим свои национальные интересы. Да? То есть мы что-то делаем, общественность, национальная организация, мы прежде всего должны понять, это соответствует национальным интересам татар или нет. Если это соответствует, мы должны это делать и принимать. Если нет, то нет. То в то же время мы таким же образом должны взаимодействовать и со многими другими личностями, да, какими-то людьми, которые, допустим, как-то себя если проявили неуважительно по отношению к нашему народу, мы, естественно, не должны никаким образом с ними взаимодействовать, принимать какое-то участие в их судьбе, помогать и так далее. То есть мы должны формировать смысл, что у нас есть собственные интересы, те, кто работает с нами, те, кто уважает наши интересы, нам с ними по пути. Если эти люди проявляют неуважение к татарскому народу, к Татарстану, к нашей идентичности, языку, культуре, то мы, конечно же, должны полностью закрываться от них стеной, границами и таким образом показывать другим, на самом деле, да, лицам, что мы тот народ, который требует к себе уважения и умеет это уважение проявлять другим и умеет защищать свои собственные интересы. Последний момент, это, конечно же, я, наверное, должен сказать о единстве. Вот у нас среди татар часто говорят о том, что нужно единство нации, бердямлек и так далее. Это, безусловно, надо. Я это вижу прежде всего в том, что мы, те национальные организации, которые существуют в стране, они не должны бороться друг с другом. Да? У нас есть такая проблема, конечно, в регионах проживания татар. Если кто-то занимается какой-то положительной деятельностью, устраивает какие-то мероприятия, проекты, мы не должны друг с другом воевать, как-то обвинять. Но в этой связи, то есть должны помогать друг другу, да, но в этой связи, единственное, не надо забывать только один момент. Если кто-то из числа каких-то активистов, да, или там деятелей культуры, неважно кто, в то же время был замечен, допустим, в компании тех людей, которые занимаются, скажем так, дискредитацией, да, работают против интересов татарского народа, там, выступают в каких-то шовинистических заявлений и так далее, или тех людей, которые поддерживают вот дискриминацию интересов татарского народа, татарской нации и так далее в какой-то мере, то, естественно, таким людям должен быть полностью закрыт вход в среду нашей общественности, на наши мероприятия и так далее. Ну вот маленький пример расскажу, да, то есть, допустим, те люди, которые, или те личности, которые говорят о том, что у них, допустим, являясь татарами, допустим, они говорят, что для них, например, ценно национально-культурное наследие или национальная идентичность других народов, что они себя не ассоциируют с татарами, да, или, допустим, те люди, которые смеют
посмеиваться над нашей национальной идентичностью, над нашей историей. Естественно, с такими людьми мы ни в коем случае не должны ни контактировать, ни взаимодействовать. Перед ними мы должны ставить какую-то четкую границу, да, то есть мы должны их подвергать такой общественной обструкции. Или второй пример, те люди, которые поддерживают, допустим, какие-то дискриминационные законы, поддерживают, допустим, в каких-то регионах, допустим, запреты на строительство, допустим, мечети и так далее, да, то есть действуют напрямую против интересов нашего народа. Естественно, мы должны поставить перед ними заслон и не должны с ними взаимодействовать. То есть вот у нас таким образом остаются вот 4 главные смысла. Да, первый — оставаться у себя на родине, это главная наша идеология. Вторая идеология — это идеология национального такого, скажем так, положительного эгоизма некоторые. Третье — это идеология уделять большее внимание регионам и территориям компактного проживания татар, там, где татары проживают в большом количестве. И четвертое — это, конечно же, скреплять единство, но единство в делах. Как говорил наш просветитель XIX века Исмаил Гаспринский: единство в языке, единство в культуре, единство в действиях. Вот 3 наши основные посыла. У меня все. Надеюсь, друзья, вы согласитесь с моими тезисами и будете обсуждать их в своем кругу. Также жду от вас обратной связи. В судьбе родного народа участвовал каждый татарин. А свои мнения оставляйте здесь под видео в комментариях.